Для журналистов об этом будете брать интервью, чтобы узнать, что же он сказал. Мы всех вас поздравляем с почетными наградами и передаем слово нашему коллеге Айрату Закриеву. Айрат, прошу. Добрый день, уважаемые гости. Хайрлы Кен, Хармат Мунахлар. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас здесь всех. И перед тем, как мы уже начнем нашу концертную программу, мы просим всех вас. Вас так много в этом зале, аплодисментов вообще мало. Давайте поаплодируем всем спикерам. Поддерживая указ президента Татарстана Рустама Минниханова об объявлении 2018 года в республике годом Льва Толстого и учитывая тесную связь семьи Толстовых с Казанью, сегодняшний концерт мы решили посвятить 190-летию со дня рождения великого писателя. Дорогие друзья, внимание на экран. Казань для Льва Толстого – город, с которым он был связан с 13 лет. Дед писателя был казанским губернатором, а отец после войны жил в Казани. Здесь Лев Толстой поступил в Императорский университет, много читал, посещал концерты, спектакли и балы, получил первый сценический успех. В Казани прошло отрочество и юность гениального философа. Именно здесь он впервые начал писать и задумался о выборе своего пути. Впечатления казанского периода жизни Льва Толстого нашли отражение в его гениальных рассказах «После бала», «Утро помещика», трилогии «Детство, отрочество, юность». Цитаты из этих и других литературных шедевров сравнимы с маленькими философскими притчами, актуальными до сих пор. Темы, поднимаемые Толстым, вечны. Это и любовь, и вера, и жизненные цели человека. Но какую бы сферу он ни затрагивал, по мнению писателя, все начинается с образования и воспитания. Толстой считал, что они неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания. Всякое же знание действует воспитательно, говорил философ. Дорогие друзья, детство многих из нас прошло в Татарстане, где зарождались первые ценности и навыки. А столица республики сейчас, под ваши громкие аплодисменты, споет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Пожалуйста, встречайте. Sonra son kalan bir
Примерно, Топтар, не уходи, пожалуйста. Хөрмәтле кунаклар, уважаемые гости. У артистов есть такое выражение: как поаплодируйте, так и выступлю. Вот сейчас, как Эльмира для вас выступила, так вы ей поаплодируйте. Прошу вас. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как на эту сцену выйдет еще... Да, он уже, я слышу уже его. А перед тем... Уже выходил. Но еще раз, подождите, пожалуйста, это же все-таки интрига. Перед тем, как на эту сцену выйдет голос за кадром, который только что прозвучал, он до этого говорил то, что он любит, когда позитивно, когда все радуются, когда все улыбаются. Сейчас для того, чтобы создать позитив, я прошу сделать следующее. Хөрмәтле кунаклар, уважаемые гости, поаплодируйте, пожалуйста, те, для кого сегодняшний форум, который проходит в столице России, это большое событие, можно сказать, большое праздник. И вот сейчас, дорогие друзья, я предлагаю поздравить друг друга с этим событием. Давайте, как только я вам скажу «Байрам белән», с праздником, повернитесь к тем людям, кто сидит справа или слева от вас, посмотрите на него и скажите «Байрам белән, с праздником! Байрам белән, с праздником!» Поаплодируйте сами себе. Ну что ж, уважаемый Элвин Грей, ты слышишь, какой позитив царит в этом зале? Все аплодируют и ждут тебя. Громче аплодисменты на сцене. Заслуженный артист Республики Башкортостан, спикер. Элвин. Ну, вы и спикер, и Элвин Грей. А это вам аплодисменты. Громче. Уф!
да. Ну, не знаю, хотя бы головой, там, не знаю, ручками, ножками. Друзья, давайте следующую песню танцуют все. Самые красивые, самые хорошие. Поехали! Нас всех позволяют. Самые красивые, самые хорошие. Спасибо огромное, хорошее настроение, Бахтевую. Самые красивые, самые хорошие. И счастливый. Радик, подожди, Элвин. Я посмотрел, как ты поешь, и я считаю, что ты не заслуживаешь таких аплодисментов. Таких слабых аплодисментов. Элвин Грей на сцене. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. И я хочу привести еще одну цитату Льва Толстого. «Любить значит жить жизнью того, кого любишь».